Республика получит дополнительные средства на завершение реконструкции Чувашской государственной филармонии из федерального бюджета. Деньги выделят в рамках нацпроекта «Культурная среда». Ремонт культурного учреждения был приостановлен из-за банкротства прежнего подрядчика. Нового нашли только несколько дней назад. Что предстоит сделать строителям и когда же закончится эпопея с ремонтом, расскажет Наталья Егорова. Таким должно стать по проекту, а так здание филармонии выглядит сейчас. 2 года назад строители взялись за его масштабную реконструкцию. Однако в этом году из-за проблем с подрядчиком, тот оказался банкротом, ремонт был приостановлен на полгода. И только недавно на объект удалось найти новую строительную организацию. На данном этапе мы выиграли тендер и приступили к работам. В первые дни сейчас начали завоз материала, уборка за старым подрядчиком всего мусора по территории и потихонечку начинаем уже отделочные работы. С верхних этажей спускаемся вниз. Новому подрядчику предстоит сделать немало. Фасад готов частично, внутри еще более внушительный объем работы. Строителям предстоит полностью заменить систему канализации и водоотведения, благоустроить территорию. В феврале этого года объект посетил министр культуры России Владимир Мединский. Он отметил важность подобного учреждения для Чувашии и обещал выделить средства на окончание реконструкции. Постановлением, получается, правительства Российской Федерации на следующий год нам выделено 100 миллионов рублей на реновацию Чувашской государственной филармонии. Сердце филармонии – сцена со зрительным залом. Пока сложно понять, что здесь будет в итоге, но проектировщики обещают, перемен будет много. По сравнению с тем, что было, сцена изменится кардинально. Во-первых, она увеличилась на 6 метров, и к тому же здесь появится подъемник для эффектного появления артистов. Раньше сцена не была приспособлена под выступление оркестров, ведь изначально это было здание Дома политпросвещения, и звучание живой классической музыки здесь не предполагалось. Но после реконструкции музыку не просто можно будет слушать, ей можно будет проникнуться. Звук и свет самый современный, скажем так. Я думаю, что здесь можно будет проводить фестивали уже всероссийского уровня. Вот до сих пор мы не могли приглашать хорошие оркестры, потому что реально даже оркестр не мог размещаться на сцене. Я просто думаю, что появится настоящий концертный зал. В филармонии размещаются симфоническая капелла с оркестром, разные ансамбли, творческие объединения. Все они ждут возвращения в обновленное здание и думают над тем, каким будет первый концерт на новой сцене. Правда, случится это только в декабре следующего года. Хотя по контракту срок окончания основных работ – 1 июня. Наталья Егорова, Владимир Синдеев, Вести Чувашия.